сегодня играют средства массовой информации. И мы сегодня, в День российской печати, поздравляем всех работников печати, средств массовой информации, ветеранов журналистики с Днем российской печати. И хотели бы поблагодарить журналистов, средств массовой информации за их высокую, активную гражданскую позицию добра и мира. Михайловна, есть еще такой вопрос. Насколько часто СМИ поднимают проблемы, которые сами граждане, скажем, не в силах поднять или остались без внимания власти? Надо сказать, что средства массовой информации довольно-таки часто, если не сказать ежедневно, поднимают проблемы, которые волнуют граждан. Надо сказать сегодня о том, что не всегда граждане имеют возможность в письменном виде обращаться в органы государственной власти. Я имею в виду сегодня отдаленные наши наследие жителей труднодоступных населенных пунктов, которые не всегда имеют возможность в письменном виде обратиться к органам власти. И также надо сказать о том, что средства массовой информации, поднимая актуальные злободневные проблемы, позволяют сегодня объединять усилия органов власти, институтов гражданского общества и срабатывать где-то на упреждение, указывать на имеющиеся недостатки, ну и, конечно же, как я отметила, реально оказывать помощь конкретному гражданину. И последний, наверное, вопрос. Кого бы вы хотели отметить из средств массовой информации, печатных органов, интернет-сайтов, в принципе, выделить, кто наиболее часто и остро поднимает такие вопросы? День российской печати мы бы хотели особо поблагодарить и отметить средства массовой информации «Точка взаимодействия» Олега Леонидовича Живнина и его команду, государственную телерадиокомпанию, их руководство Харлампия Назаровича Дьяконова и его команду за организацию и мощное продвижение в нашей республике проекта, социально-благотворительного проекта, акции «Путь к дому». Сегодня мы отметим обязательно шеф-редактора «Якутия-24» Захарову Марину Юрьевну, также Сантаеву Марину Юрьевну, что 24 за их неравнодушие и за отклик людей. И, конечно же, будут отмечены наши коллеги, журналисты из ЕКТ.РУ, Якутск печать. Спасибо большое. Спасибо вам, успехов. Захарова Анна Семеновна, корреспондент государственной телевизионной и радиовещательной компании «Саха». Почетной грамотой награждается Сергеев Юрий Николаевич, редактор общественно-политических программ Республиканского радио «Тетель» Саха-Радио, национальной вещательной компании «Саха». Благодарственное письмо Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения вручается Фоменко Григорию Леонидовичу, редактору-корреспонденту Якутского Саха-информационного агентства. Поповой Наталье Романовне, главному редактору парламентской газеты «Ильдюмек». Антоновой Саргелане Николаевне, редактору республиканского радио «Тетель» Саха-Радио, национальной вещательной компании «Саха». Анисимовой Алюне Гаврилевне, корреспонденту службы информационных программ телевидения государственной телевизионной и радиовещательной компании «Саха». Слепцовой Людмиле Николаевне, ведущей службы радиовещания государственной телевизионной и радиовещательной компании «Саха». Еще. Иван Иванович, еще. Данилову Роману Романовичу, дизайнеру Якутского Саха-информационного агентства.
журналистов и вручения наград приглашается первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирина Владимировна Гаргач. Добрый день, коллеги, друзья, потому что действительно мы с вами говорили друзья, я хочу Микрофон. от имени. Третья кнопка. Разрешите мне сегодня от министра предпринимательства, торговли и туризма я тебя лично поздравить вас с этим замечательным праздником. И, наверное, замечательно, что именно первый праздник, который мы с вами профессионально отмечаем после Нового года, это День российской печати. Потому что мы как раз с вами подводим итоги совместной работы. Почему, коллеги? Потому что все, что мы делаем сами совместно. Вы отсечете то, что мы все делаем. От этого тоже очень много и очень важно зависит, как проходит дальше жизнь. Поэтому сегодня мы подводим итоги те, которые прошли в 2018 год, и с вами берем планы, что будет 2019 год. Что он нам принесет? Я думаю, что он принесет очень хороших и новых идей. Сегодня действительно ваше творчество, ваш труд позволяет узнать о нашей республике далеко за пределами не только Российской Федерации, но и за пределами всего мира, всей России. Все мероприятия, которые сегодня проводятся, невозможно без вас проводить, потому что про нас никто не знает. Коллеги, вы являетесь тем звеном, который сегодня соединяет власть и общество. Сегодня действительно от вашего пера очень много зависит. И многие сегодня те же предприниматели, так как я говорю в Министерстве предпринимательства, действительно обращаются к вам, мы с вами совместно решаем те проблемы благодаря вам, которые сегодня проблема казалась бы нерешима. Но вы ее выставляете, представляете, и мы благодаря совместным усилиям принимаем правильное решение. Сегодня действительно та ваша работа, то, что вы сегодня делаете, зависит в основном действительно все от вас, от вашей подачи, от вашего характера, от вашей харизмы. То есть, наверное, вообще настроение наших жителей. Поэтому я хочу пожелать, конечно же, здоровья, творческих успехов и, конечно, креативности. Примите мои искренние поздравления. Спасибо. За большой личный вклад в освещение актуальных вопросов развития предпринимательства, торговли и туризма в Республике Саха-Якутия, а также в связи с профессиональным праздником Днем российской печати, грамотой Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия награждаются Осипов Дмитрий Ильич, собственный корреспондент Республики Саха-Якутия информационного телеграфного агентства России и ТАРТАСС. Сукуева Ларина Иннокентьевна, редактор редакции «Ежедневные прямые эфиры» РБК «Саха». Адамов Денис Николаевич, главный редактор сетевого издания «Якутия.Инфо». Для поздравления журналистов и вручения наград приглашается уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева. Уважаемые работники печати, средств массовой информации, уважаемые ветераны журналистики, от имени государственного органа, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия и его аппарат, искренне поздравляем с вашим профессиональным праздником, Днем российской печати. Действительно, средствам массовой информации сегодня принадлежит исключительная роль в формировании общественного мнения, развитии гражданского общества, укрепление нравственных ценностей, сохранение мира и благополучия. Профессиональный взгляд журналиста позволяет обществу и власти вместе решать возникающие проблемы, вести конструктивный диалог. Человек, его и права и свободы являются высшей ценностью. Соблюдение
признание, защита прав и свобод человека гражданина является обязанностью государства. Пользуясь случаем, хотелось бы особо поблагодарить в деле защиты и восстановления прав граждан в нашей республике, которые неустанно и каждодневно освещали проблемы людей. Это средства массовой информации, телепрограмма «Точка взаимодействия» Олега Леонидовича Желнина и его команды. Директора государственной телерадиокомпании «Саха» Харлампия Назаровича Дьяконова и его команду за организацию и мощное освещение на телеканале «Россия-24» социально-благотворительных акций «Путь к дому», которая стала началом организации по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, содержащих конкретные виды помощи, комплексной реабилитации и социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Захарову Марину Юрьевну, шеф-редактора, директора телеканала «Якутия-24», Марину Юрьевну Сантаеву, редактора сайта «Шторм-24 Медиа», за помощь на отклик нуждающихся помощи людям. Надежду Васильевну Сильцеву, корреспондента газеты «Якутск вечерний», за неравнодушное отношение к пожилым гражданам. Веронику Петровну Гаврилеву, журналиста-видеографа службы новостей Ньюс ЕКТ.ру, Вадима Михайловича Скрябина, фотографа службы новостей Ньюс ЕКТ.ру, за неравнодушие и помощь нуждающимся людям, объективность и трудолюбие. Дорогие друзья, пусть ваши здоровье пробуждают у людей только добрые чувства и помыслы, служат укреплению согласия и стабильности в обществе. Желаем вам неустанного творческого поиска, вдохновения, признания читателей, здоровья и благополучия. С праздником! Почетная грамота уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия вручается Дьяконову Харлампию Назаровичу, директору ГТРК Саха. Почетная грамота вручается Киринскому Иннокентию Тимофеевичу, начальнику службы радиовещания ГТРК Саха. Звездопад, да, Нелли? Благодарность уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия вручается Суздалову Владимиру Петровичу, корреспонденту ГТРК Саха. Желнину Михаилу Олеговичу, режиссеру монтажа СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия». Желнину Евгению Олеговичу, фотографу СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия». Дроздову Сергею Витальевичу, оператору СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия». Ну давай, иди. Сычевой Злате Валерьевне, шеф-редактору СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия». Захаровой Марине Юрьевне, шеф-редактору дирекции телеканала «Якутия-24». Гаврилевой Веронике Петровне, журналисту-видеографу службы новостей Ньюс ЕКТ.ру. Скрябину Вадиму Михайловичу, фотографу службы новостей Ньюс ЕКТ.ру.
Благодарность Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Саха-Якутия за добросовестный труд, активное содействие органов внутренних дел Республики Саха-Якутия и в связи с празднованием Дня российской печати вручается Желнину Олегу Леонидовичу, главному редактору телепрограммы «Точка взаимодействия» Округ ТВ. Вере Ивановне Макаровой, журналисту газеты «Саха-Сирия». Иванову Дмитрию Станиславовичу, главному редактору информационного агентства КИМ.ру. Стаценко Марине Николаевне, корреспонденту ЯСЯ. На выезде. За нее, да? На выезде, да? Передайте, пожалуйста. Спасибо. Грошеву Артемию Артуровичу, корреспонденту ЯСЯ. Борисову Николаю Александровичу, корреспонденту телеканала 4. Задержались. Коля! А сюда еще можно? Вот. Во-во-во-во. Все. Благодарственными письмами Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Саха-Якутия за участие в конкурсе «Слово чести» на лучшее освещение деятельности ОВД Республики Саха-Якутия средства массовой информации награждаются в номинации «Полиция в лицах» ответственный секретарь районной газеты «Потувыкым» Абыйского района Афанасию Егоровичу Иванову. В номинации «Репортаж с дежурства» главному редактору информационного агентства КИМ.ру Дмитрию Станиславовичу Иванову. В номинации «Лучшее интервью с профессионалом» редакции газеты «Амма-Оло». Для поздравления журналистов и вручения наград приглашаются генерал-майор внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Гарин Павел Сергеевич. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ветераны, я хочу от имени МЧС России, от Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия поздравить с вашим профессиональным праздником. Мы искренне надеемся на взаимодействие, которое у нас с вами налажено. Поэтому еще раз всем вам удачи, радости, в новом году поменьше происшествий к нам и вам, чтобы наша республика развивалась, чтобы развивалась советская печать. Всего самого лучшего. И от имени Главного управления мы хотим вручить ряд наград, памятных подарков вашим коллегам, которые в течение года плотно участвовали в освещении и оповещении нашего населения. Спасибо вам за вашу работу. За активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проводимых Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия, почетной грамотой Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий награждается Кутуков Роман Анатольевич, внештатный корреспондент федерального телевидения. По итогам рассмотра конкурса «Созвездие мужества-2018» Республики Саха-Якутия в 2018 году наградить дипломом первой степени и ценным подарком Кутергину Татьяну Сергеевну, корреспондента газеты «Якутск вечерний» в номинации «Лучшие печатные СМИ». Наградить Фоменко Григория Леонидовича, выпускающего редактора Сахамедиа Якутского информационного агентства в номинации «Содружество во имя спасения». Сорокина Андрея Андреевича, фотокорреспондента Сахамедиа Якутского информационного агентства в номинации «Глядись в лицо героя». Николаева Афанасия Юрьевича, спасателя аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Республики Саха-Якутия в номинации «Лучший интернет-проект». Наградить дипломом третьей степени и ценным подарком Коваренко Александра Викторовича, корреспондента Якутского вечернего в номинации «Лучшие печатные СМИ». Благодарственные письма Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия вручаются Брошеву Артему Артуровичу, корреспонденту ЯСИЯ. Артем, сюда. Вот. Арьянова Евгения Александровна, специальный корреспондент НВК Саха. Осипов Юрий Александрович, корреспондент НВК Саха. Юра, да. Вот. Радченко Василий Андреевич, корреспондент НВК Саха. Тайтонов Евгений Валентинович, корреспондент НВК Саха. Почетная грамота Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий награждается Кутуков Роман Анатольевич, внештатный корреспондент федерального телевидения. Вас поздравляю. Счастья вам. Вас поздравляет Мира Охлопкова. Ertelen, González, Sánchez, Mario, Sultan, Fulgar, Taptal, Johnny,